Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Сегодня как никогда невозможно переоценить ту работу, которую делают ежедневно тысячи медицинских работников. И в преддверии профессионального праздника мы пригласили сегодня поговорить о том, что из себя представляет нынешняя медицина, главного врача Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Ивана Иванова. Иван Сергеевич, здравствуйте. У вас за плечами годы работы. Вы были и врачом-травматологом в Нерюнгринской центральной районной больнице, занимали посты главного врача Алданской ЦРБ, главного хирурга Минздрава. Сейчас вы больше года возглавляете флагман здравоохранения Республиканскую больницу номер 2 Центр экстренной медицинской помощи. Если говорить об итогах своей деятельности, какие бы вы обозначили как главные достижения свои? На сегодняшний день, я думаю, что наиболее важное достижение, оно больше связано с подготовкой медицинской организации к работе в период пандемии. Потому что со стороны кажется, что это все достаточно просто и легко. По-настоящему сталкиваюсь с достаточно большим количеством проблем, которые связаны и с тем, что мы не инфекционный стационар, не работали в таком режиме, с тем, что у нас типовое советское здание, которое, в общем-то, имеет коридорный тип, и очень сложно организоваться внутри этого учреждения, с пустяками и так далее. То есть трудности определенные. Плюс ко всему, мы все-таки центр экстренной медицинской помощи, и в условиях пандемии оказываем экстренную медицинскую помощь. А пациенты наши, они не всегда в сознании, не всегда можно понять, какой у них эпидемиологический статус, были ли они контактные, выезжали или не выезжали куда-то и так далее. То же самое касается таких банальных вещей, как повышение температуры тела, казалось бы, да, ничего сложного в этом нету, но учитывая, что мы, опять же, центр экстренной медицинской помощи, и при многих заболеваниях, с которыми пациенты к нам поступают, они сопровождаются именно гипертермией. И приходится заниматься дифференцировкой, соответственно, создавать и инфекционное отделение с нуля практически, и отделение, где наши пациенты пребывают в тот период времени, пока непонятно и не готовы анализы на ковид. То есть это очень большой труд, в котором задействовано большое количество людей. Вся больница в этом задействована, и достаточно сложно работать и в СИЗах 24 часа в сутки, как работает наше приемное отделение, как работает инфекционный стационар, и вообще организация этой деятельности. Несмотря на трудности, которые у нас были, тем не менее мы работаем. Мы ни на один день не закрывались. Все наши отделения работают как на экстренность, само собой разумеется, но тем не менее мы не допустили закрытия такого крупного и важного учреждения нашей республики. Наверное, это, может быть, не за все время наиболее важный такой момент, который был произведен, но на сегодня я считаю, что за 1,5 года более серьезных перестановок, более серьезной работы проведено не было. Очень здорово, что во время пандемии больница не прекратила свою работу ни на одну минуту, и все отделения, слава богу, принимают своих больных. Скажите, сколько отделений сейчас в Республиканской больнице номер 2, и планируется ли к открытию что-то новое отделение? Так, отделение планируется. Как я и говорил, это отделение реабилитации для больных, оно у нас застопорилось в силу пандемии, и в дальнейшем открытие отделения гинекологии и отделения урологии. Это в ближайшем нашем будущем. Особенно касается отделения урологии. Я об этом много говорил и говорю сейчас, что эта работа не останавливается, мы будем дальше продолжать работать в этом направлении. Скажите, у вас богатый, скажем так, медицинский опыт. Приходилось ли использовать навыки экстренной медицинской помощи не на работе, а в каких-то бытовых условиях? В быту приходится регулярно использовать свои навыки, учитывая, что я по профессии еще и врач-травматолог. И, говоря о какой-то отдельной истории, я думаю, не стоит, но тем не менее мне приходилось в полевых условиях и зашивать раны, и накладывать шины. Я долгое время работал в Алдане, и трасса Алдан-Якутск, особенно в зимний период времени, это такое место повышенной опасности. И несколько раз за трехлетнюю работу в Алдане мне приходилось останавливаться в местах ДТП, в местах, там, где машины вылетали, и помогать людям и выбраться из машины, вытащить машины, и оказать медицинскую помощь самим гражданам. Это было постоянно. И в бытовом нашем плане, конечно, люди обращаются, приходится помогать. И соседи знают, что я
врач, и соседи по даче знают, что я врач. И если вдруг что-то, сразу бегут ко мне. Существует, мне кажется, совершенно справедливое мнение, что в медицину не приходят случайно. На ваш взгляд, какими качествами должен обладать врач для того, чтобы работать медицинским работником? Я думаю, что основное качество, я уже неоднократно об этом говорил, это ответственность. Без ответственности врач не может, любой медицинский работник не может работать. Здесь вопрос не столько во внимательности, может быть, еще моментах, именно ответственный подход к лечению пациента, он и приводит к достижению результата, то есть выздоровления больного. Вот мы общаемся с вами накануне Дня медицинского работника. Скажите, как вы выбирали эту профессию? Вот какой момент произошло осознание того, что вы хотите работать медиком, и что вы особенно цените в своем деле? Готовиться к поступлению в медицинский я начал, наверное, класса с 9. Я не потомственный медицинский работник. В моем, скажем так, древе нет врачей. Я, по сути, первый в нашей семье, в нашем прошлом, который пошел по пути медицинского образования, то есть врача. Я считаю, что все династии начинаются с кого-то, и, возможно, моя династия начнется с меня. Мы все знаем, что Центр экстренной медицинской помощи работает круглосуточно. Это значит, что и вам приходится держать постоянно руку на пульсе. Загруженность, я так понимаю, колоссальная. Удается ли найти время для полноценного отдыха, и как вы любите отдыхать? Я много лет живу по принципу, что самый лучший отдых – смена рода деятельности. Учитывая, что сейчас деятельность она больше связана с собственным трудом, я поэтому люблю отдыхать активно. Я очень часто бываю на своей даче, очень часто что-то там строю, люблю активный отдых, то есть выезд на речку, прокатиться по лесу. Вот этот отдых, я считаю, самый лучший, он позволяет голове немножко отдохнуть от мыслей, которые преследуют постоянно, и, в общем-то, с такими мыслями о работе, о решении проблем, ты с ними встаешь, ты с ними ложишься. Но в этот период времени, когда я действительно отдыхаю, как мне нравится отдыхать, активно отдыхать, в этот момент я отвлекаюсь от всего этого и действительно отдыхаю. 2-3 часа в день, если я вечером получается это делать. В зимнее время, конечно, я в спортзал, что других на моментах нет, но сейчас это дача, наверное, это моя отдушина небольшая в период. Иван Сергеевич, в завершении нашей беседы разрешите от всего нашего коллектива поздравить вас лично и всех медицинских работников с профессиональным праздником, пожелать вам успехов и сказать огромное человеческое спасибо. Ну и, конечно, ваши поздравления коллегам. Коллег хочется, конечно же, поздравить и пожелать, и прежде всего, это мира, уюта и тепла в их домах. Это наиболее важные моменты. Работа наша, она сложная, тяжелая. Но если дома есть хороший тыл, есть куда вернуться, и есть где приятно провести время, это всегда способствует и нашей основной работе, и работник таким образом все-таки отдыхает. И поэтому мир, уют и тепло в доме – это наиболее важные моменты, которые должны быть и которые за деньги купить нельзя. Я вас благодарю. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. До свидания. Сегодня у нас в гостях был замечательный человек, главный врач Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Иван Иванов. До встречи в эфире.